Республика Ингушетия – самый маленький и самый молодой субъект в составе России. Столицей Ингушетии является Магаз. Городу всего 29 лет. Он был основан с чистого листа в 1994 году. Менее чем за 30 лет Магаз превратился в перспективную и стремительно развивающуюся региональную столицу. Магаз сумел сохранить приверженность кавказским традициям и при этом стать современным городом, в котором масса возможностей и перспектив для развития местных жителей и переселенцев. Меня зовут Магомед Беков, мне 33 года, я предприниматель. Меня зовут Евлоева Лиза, мне 33 года, я основатель учебного центра «Другой взгляд». Меня зовут Китиева Хава, мне 32 года, я генеральный директор национального туроператора «Визит Ингушетия». Идея приглашать гостей в наш регион возникла именно тогда, когда я сама влюбилась в эти горы. После окончания университета было принято решение пройти обучение, магистратуру в Москве по направлению гостинично-туристический бизнес. И с тех пор уже непосредственно начала заниматься туризмом, создавая турпродукты, продвигая их и привлекая с каждым годом все большее количество туристов в наш регион. В Ингушетии у меня несколько проектов с моими партнерами. Основной из них и самый известный – это служба вызова такси Тешам, где я выполняю функцию директора по развитию. Мы занимаемся еще несколькими другими направлениями, в том числе грузоперевозками. И еще проект, в который мы вложили душу – это питомник декоративных растений. Когда ты выращиваешь растения, это оставляет очень серьезный отпечаток в сознании людей. Города становятся красивее, ярче и чище. 10 лет назад я начала свою деятельность в Магасе, и символично, что башня, которая находится за мной, ровно столько же. Эта башня стала моим местом силы, и я прихожу сюда, чтобы напитаться энергией и ресурсами. Город Магас – это самая молодая столица, как и Республика Ингушетия. В принципе, самый молодой субъект России. Городу всего лишь 29 лет на сегодняшний день. Магас, как столица республики, вызывает большее желание реализовываться там, потому что он на новом пространстве, с новыми проектами, с правильными улицами. Ты понимаешь, что это как полотно для художника, больше возможностей. И все красивое, хотелось бы, чтобы оно было в столице. 9 лет назад мы с мужем переехали в Магас, потому что для меня, честно, это самый удобный город. И, соответственно, мне нравится то, что там все в пешей доступности, магазины, гипермаркеты, детские центры, садик, школа, то есть все абсолютно рядом. Ты можешь месяцами оттуда не выезжать в другие города, да, потому что все действительно находится в одном городе. Мечтала я об открытии учебного центра достаточно давно, можно сказать, с детства, и потому что есть такая проблема у меня, из-за которой я, к сожалению, никогда не ходила ни в школу, ни в садик, и, соответственно, для меня это такая, можно сказать, детская травма. И мне очень хотелось создать место, где люди с ограниченными возможностями могут общаться со своими сверстниками и, соответственно, получить какие-то дополнительные навыки. Мне кажется, мое место силы находится здесь, в учебном центре «Другой взгляд», потому что я искренне считаю, что это мой третий ребенок. Я вложила сюда душу. У нас дети учатся и с ограниченными возможностями, и здоровые детки. И это действительно очень важно для того, чтобы ребенок максимально чувствовал себя обычным. И это крутая, мне кажется, еще практика для здоровых деток, потому что их это тоже по-особенному раскрывает. Буквально 10-12 лет назад в Магасе практически ничего не было, кроме административных зданий. Прямо на центральном проспекте даже лежали бетонные блоки. И за последние 10-12 лет начало моментально все развиваться. В Магасе развита инфраструктура, и один из ярких показателей развития города – это умные остановки. Пойдемте, я покажу одну из них. Здесь есть электронная библиотека. Наведя камеру на QR-код, можно скачать книгу и почитать, пока ожидаешь трансфер. Можно подключиться к Wi-Fi сети.
зарядить свое мобильное устройство и изучить город по карте. И в ожидании транспорта можно скоротать время, выпив чашечку кофе. На сегодняшний день здесь огромный образовательный центр, который вмещает 1500 человек. Есть дополнительные еще лицеи, несколько школ. Появились детские садики, появились торговые центры, рестораны, скверы, это парки, появился ипподром, ледовая арена, открылся культурный центр, кинотеатр есть. Я не говорю о визитной карточке нашей столицы, это башня Согласия, самый высокий музейно-мемориальный комплекс. В эпоху цифровизации Магас является, на мой взгляд, подходящим городом для молодых людей с учетом доступности жилья, невысоких цен, прекрасным климатом и хорошими перспективами. Благодаря тому, что у нас Магас самый молодой город, конечно, с доступной средой там дела обстоят намного лучше. Если я вижу, что нет где-то доступной среды, мы спокойно можем обратиться и к руководству, и в администрацию, и попросить исправить данную ситуацию. Ингушский народ отличается своей сплоченностью и приверженностью традициям. И, наверное, это не самое трендовое сейчас направление в глобальном мире, но мы, сохраняя свою какую-то архаичность, традиционный уклад, стремимся осваивать все лучшее, что может дать современность. Есть жители из других регионов России, которые приехали работать и жить в нашем городе. К ним очень лояльное отношение. Живут в мире, в дружбе. Если человек не знаком с особенностями нашего менталитета, с обычаями и культурой ингушского народа, его никто за это корить не будет. Ему очень мягко подойдут и объяснят, как у нас принято и как себя вести в нашем обществе. Ингуши очень гостеприимные и дружелюбные люди, которые рады видеть у себя в регионе гостей и новых жителей. Добро пожаловать в Магас! Маш Дуалт Хамсар Хаши. Добро пожаловать в Ингушетию. Добро пожаловать в Магас!